настроение? Действительно, поистине великий день к нам вернулась. Ее долго не было, практически 8 лет. И вот она с нами сегодня, 8 апреля. Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты. Валентина Шевченко! Я наверняка не буду вас томить, все телефоны и так уже в прямом эфире. Просто предоставлю слово нашей чемпионки, лучшей, сильной женщины планеты, Валентина Шевченко. Спасибо большое всем, что пришли. Мне очень приятно. Да, я вернулась после 8 лет. 8 лет я не была на родине, но я вернулась не одна, я вернулась с другом. Для меня это очень эмоциональный момент, потому что Кыргызстан — это моя родина, где я выросла, где я закалилась духом. И благодаря этому я смогла достичь результатов, смогла привести чемпионский пояс UFC домой, в Бишкек, в Кыргызстан. Спасибо вам большое за вашу любовь и поддержку. Для меня это очень многое значит. И на каждый бой, который я выхожу, вы всегда в моем сердце, вы всегда со мной. И это дает мне большую мотивацию, чтобы выигрывать и приносить вам всем радость. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы продвигаемся далее и не будем сильно томить нашу чемпионку. Давайте сделаем так. После того, как мы предоставим слово нашим дорогим почетным гостям, мы сделаем 10 важных вопросов из зала и будем выбирать абсолютно случайно, окей? А пока готовьте свои классные любимые вопросы. Ну а мы переходим к нашим почетным гостям. Итак, дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты слово предоставляется олимпийский чемпион, звание заслуженного мастера спорта Кыргызской Республики. Под ваши бурные аплодисменты Каныбек Османалиев. Встречаем. Уважаемые друзья, сегодня Кыргызстан радостно, любя, встречает свою дочь, которая выросла на нашей земле фрунзенской, бишкекской. Да, я ее помню маленького, когда Павел начал тренировать Валентину и Антонину. И я с матерью тогда познакомился. Это мужественная семья. Я чувствую гордость и радость, что мать сама привела дочерей на такую сложную спортивную вид. И вот именно успех, только она быстро не приходит. Успех приходит потихонечку. Поэтому пословица есть: хорошее понемногу, плохое быстро получится. Поэтому вот именно 8 лет они скатались именно поддержать наших болельщиков, вас, которые сегодня восторженно встречают Валентину и Павла. Я горжусь, что я с ними знакомился, с ними был. Я то, что мог, я с ними вместе обсуждал, могли что-то дать друг другу. Но самое главное, что эта мужественная маленькая девочка покорила весь мир. Это не просто. Может быть, тяжелая атлетика, может быть, поднимать тяжесть это тяжело, но выходить на ринг, выходить и на вот этот круг и драться с самыми сильными и побеждать это еще тяжелее. Поэтому я от вашего имени, от всех наших жителей нашего Кыргызстана хочу поблагодарить мать Валентины и Антонины. Спасибо вам большое, что вы родили таких дочерей, которые в данный момент прославляют на весь мир наш Кыргызстан.
И, конечно же, великолепного человека, наставника, психолога и очень тонкого педагога, моего хорошего друга Павла. Тебе большое спасибо. Большое спасибо. И хотел бы сказать большое спасибо самим девочкам. Быть мужественным, быть вдумчивым и идти вперед добрыми, хорошими чувствами. Это и поэтому и добились. Как у нас Чингис Тореклович говорил же, да? Кем бы ты ни был, а ты должен быть человеком. Поэтому я думаю, что вы останетесь, будете самым настоящим человеком для наших любителей спорта, для наших фанатов и для нашего народа. Я думаю, большое спасибо. Сегодня вот президент наш вас пригласил и встретил, и наградил наградами. Я поздравляю вас. Все понемногу, потихонечку. Я думаю, что вы достигнете большего еще. Кто торопится, тот не добьется. А кто не спеша и умом, и чувством сердца делает каждое дело, он добьется. Она добьется. Поэтому сегодня вот сколько глаз, сегодня весь Кыргызстан восхищением ждали и сегодня встречаются. Всегда, чтобы было так. Сейчас скоро Антонина будет еще выходить на бой. Мы все, вот все мы желаем Антонина большого успеха, чтобы она тоже в будущем, она порадовала нас. И большое спасибо организаторам, большое спасибо федерации, большое спасибо агентству по физической культуре и спорту, по молодежи при правительстве Кыргызской Республики. И самое главное, нашим болельщикам, которые неустанно ждали твоих успехов, и они добились. Спасибо большое вам. Я думаю, что все впереди. Не спеша идти дальше. Если у тебя еще осталось... Я думаю, что с Федотом, с мамой и с теми людьми, которые с вами рядом, вы еще большего добьетесь. Я желаю этого. Поэтому я сегодня очень рад, что именно я вручаю удостоверение заслуженного мастера спорта Кыргызской Республики Валентине. Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики награждает заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики Валентину Шевченко. Также награждается заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики по тайскому боксу Шевченко Антонина Алатольевна. Дорогие друзья, а теперь ваши бурные аплодисменты легендарному тренеру Федотов Павел Васильевич, отличник физической культуры и спорта Кыргызской Республики, основатель многих боевых искусств в Кыргызстане и просто великий человек Павел Федотов Васильевич. В этот момент мы должны просто аплодировать, друзья, аплодировать громче и громче. Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики награждается званием «Отличник физической культуры и спорта Кыргызской Республики» Елена Шевченко, президент тайского бокса Федерации Кыргызской Республики. Почему так тихо, Бишкек-парк? Ну а теперь в эту минуту я бы хотел бы
познакомить со всеми нашими почетными гостями, дорогие друзья. Елена Шевченко, она является президентом Федерации тайского бокса Кыргызской Республики и мама двух наших очаровательных красавиц, Антонины и Валентины. Далее, этого человека знают все, президент Федерации WF Кадырмышев Руслан. Поаплодируем, друзья. Ну и, конечно же, Валентину Шевченко знают все, поаплодируем. Человек с очень большой буквой. Павел Федотов Васильевич. Поаплодируем, друзья. Вице-президент Федерации WF и тренер многих крутых чемпионов Кыргызстана Эмиль Тухтугонов, друзья. Поаплодируем. Основатель Кулату и просто ветеран спорта Кыргызской Республики Адамал Османалиев. Поаплодируем. Дорогие друзья, движемся дальше. Поаплодируем человеку, который решил сегодня просто стоять. Он также внес большой вклад для организации встречи. Под ваши аплодисменты Куценко Константин, президент Федерации WF из Иссык-Кульской области. Вице-президент Федерации WF по Чуйской области, дорогие друзья, встречаем под ваши аплодисменты. Джидебаев Ильяс. Ну и, собственно, наверное, перейдем к вопросам. Как вы думаете? Пожалуйста, ваш вопрос. Кричите прям. Нет, мы сделаем это следующим образом. Наш модератор не будет давать в руки, потому что давать в руки это опасно, а потом без микрофона останемся. Дорогие друзья, давайте соблюдать регламент. Строго 10 вопросов и... Думаю, будет достаточно, потому что буквально полчаса назад мы были на пресс-конференции, на двухчасовой пресс-конференции, где были очень много вопросов от наших СМИ, от представителей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте еще раз. Поздравляю вас с тем, что вы стали чемпионом. Итак, ваше ожидание от боя с Джессикой Ай и ваш прогноз на этот бой. Пожалуйста. Я буду держать этот бой настолько долго, насколько это возможно. Поэтому единственный прогноз на этот бой – это победа. Любой ценой, какая только может быть. Спасибо. Классный вопрос, классный ответ. Пожалуйста, далее. Слово. Вопрос. Давайте вот этому парню, который рядом с супергероями стоит. Тут даже сам Железный Человек хочет задать вопрос. Халк сегодня маленький. Так, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Валентина Шевченко. Хотел вопрос задать. Сколько часов вы тренируетесь? Сколько часов? Все в зависимости от того, насколько я готовлюсь к бою или не готовлюсь к бою. Когда подготовка к бою идет, каждый день я тренируюсь минимум 2 часа. В основном это идет 1 раз в день тренировка, она очень интенсивная, практически работа с спарринги, с партнером и без остановки, без отдыха. Но сейчас у меня мой тренинг-кэмп, он только начинается, и поэтому я также тренируюсь каждый день, но немножко интенсивность тренировок, она не такая, не так устаешь. Поэтому чем ближе к бою, тем сильнее нагрузка. Отлично, спасибо. Это был второй вопрос. И третий вопрос, пожалуйста. Давайте перейдем вот к фанатам справа. Вот к девушке с цветами давайте. К девушке с цветами. Здравствуйте, Валентина. Я вас тоже поздравляю. Я всегда болею за вас. Мне интересно, а вы собираетесь воспитывать чемпионов? Спасибо. Чемпионов воспитывать всегда я собираюсь, конечно, но на данный момент самое важное для меня – это моя профессиональная карьера, потому что ты не можешь делать все наполовину, что-то здесь, что-то там. Ты должен сконцентрироваться на чем-то, всю свою силу отдать туда, все свои желания. Ты должен действительно этого хотеть. И поскольку в боевых единоборствах я очень давно, я начала заниматься, когда мне было 5 лет, это действительно тот путь, который я хочу в своей жизни. Для меня боевые искусства – это не просто моя
профессия или что-то, это моя жизнь. Без боевых искусств я себя даже не представляю. И чемпионов я, да, буду воспитывать, но не сейчас. Так, продвигаемся далее. Это был третий вопрос. Давайте перейдем к четвертому вопросу. Человек-паук. Давайте Человеку-пауку дадим возможность задать вопрос. Мистер Старк, я в телевизоре. Ой, здравствуйте, Валентина. Мы бы хотели поздравить вас с приездом на родину. Ведь вы истинно супергерой нашей страны, Кыргызстан. Мы вас поздравляем. Также у нас скоро намечается финальная битва с Таносом. Мистер Стар спрашивает, вы можете нам с этим помочь? В битве с Таносом. Да, как бы здесь настоящий супергерой только Валентина, да? Вы поможете нам, точно? Это был ваш единственный вопрос? Да. Я посмотрю на это. Мистер Старк, нам помогут, ура, дайте 5. Спасибо, спасибо, Человек-паук. Давайте еще один вопрос. Это будет уже пятый вопрос. Давайте пятый вопрос адресуем. Портал 100 пудов. Наши постоянные партнеры. WF, пожалуйста, вопрос. Сейчас будет. Привет, Валентина! Давайте пошумим, Кыргызстан! Всем спасибо. У меня такой вопросик коротенький. Сколько раз планируешь защитить свой пояс? Сколько смогу защитить? Минимум 10. 10? Пойдешь на рекорд, да? Мы будем смотреть за этим очень внимательно и за твоей первой защитой особенно. Спасибо, Валентина, что приехала. Пошумим! Спасибо, 100 пудов. Это был шестой вопрос, то есть пятый вопрос. Давайте перейдем к следующему вопросу. Это будет шестой вопрос. Так, кому дадим? Валентина, можете выбрать сами. Так, давайте вот этой маленькой девочке. Она даже одела футболку брендированным Пуля. Пожалуйста. Что вы посоветуете новому поколению, который смотрит на вас с открытым ртом, чтобы мы тоже могли прославить весь Кыргызстан? Отличный вопрос, поаплодируем. Это действительно очень хороший вопрос. Мой самый главный совет – это занимайтесь спортом. Никогда будет трудно, вам будет больно. Иногда на тренировках случается, что у вас отбиваются ноги или еще что-нибудь, но это ничего страшного, потому что если вы действительно, вам нравится то, что вы делаете, вы всегда добьетесь результатов. Поэтому всем я хочу пожелать, молодежи, всем, кто начинает, всем, кто занимается боевыми единоборствами, просто продолжайте, потому что, как я сказала, неважно, что на вашем пути, какие трудности, вы сможете их преодолеть, и всегда результат не заставит себя ждать. Поэтому занимайтесь спортом. Аплодисменты. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, дорогая. Движемся дальше. Седьмой вопрос, пожалуйста. Кому передадим? Где больше шума? Давайте вот парню дадим. Он сегодня даже специально нарядился, в костюме пришел. Да, вот парню. Здравствуйте, Валентина Шевченко. Я ваш большой фанат. Я с 2015 года вас слежу, когда вы в декабре дрались с Сарой Кауфманом. Я не скажу, что это вопрос. Можно желание вот с вами и с вашим поясом сфоткаться? Вот такой был вопрос. Со мной можно, с прессом нельзя. А можно тогда с вами? Можно. Пропустите молодого человека. Я думаю, остальные 3 вопроса тоже будут. Можно мне сфотаться, да? Можно мне сфотаться. Дорогие друзья, аналогичные вопросы не будем засчитывать. Следующий 8-й вопрос после фотографии, пожалуйста. Сейчас этому парню завидует, видимо, весь Кыргызстан. Так, восьмой вопрос. Далеко не уходя, давайте вот девушке, которая сидит, пожалуйста.
Здравствуйте, Валентина. Еще раз поздравляю вас с выигрышем. Мне такой вопрос, например, во сколько лет нужно начинать спортивную карьеру и во сколько уже поздно начинать это делать? Спасибо. Я начала заниматься, когда мне было 5 лет. Я начала очень рано. Вообще, знаете, заняться спортом это никогда не поздно, в любом возрасте, потому что здесь присутствует, что вы хотите. Вы хотите быть профессиональным бойцом, вы хотите для себя заниматься, поэтому никогда не поздно. И лично мое мнение, чем раньше вы начнете, тем лучше для вас, потому что вы вырастете с этими навыками, то есть вы вырастете уже зная этот спорт и имея в своем арсенале большую и богатую технику. Поэтому мои рекомендации, чем раньше, тем лучше. Отлично, поаплодируем. Вот здесь вот девушка, сразу видно, что она тоже спортсменка. Пожалуйста, давайте ей дадим возможность задать вопрос. Пожалуйста. Я с тайквондо, я уже 7 лет занимаюсь. Вы, наверное, знаете тайквондо вид спорта. Вы раньше занимались. Можно? Мы ваши фанаты, очень хочу с вами сфоткаться, с моим коллективом. Пожалуйста. Это вот мечта. начинается. С тайквондо, пожалуйста. Да, я начинала заниматься с тайквондо. Да. Первый вид спорта это тайквондо ИТФ. Я тоже занимаюсь. Давайте. Спасибо. Как я могу отказать? Так, дорогие друзья, последний вопрос. Давайте последний вопрос сделаем более... Пока Валентина сфотается. Да, дорогие друзья, если опять же будет вопрос аналогичный, то не засчитаем за вопрос. Вы больше хотите задать вопрос или сфотаться? Спасибо, спасибо. У вас будет вопрос. Отлично. Давайте дадим вот этому молодому человеку вопрос. Пожалуйста. Hello, Valentina. First of all, welcome back to native land. And the main question I'm having is, what's your future plan for the betterment of Kyrgyz sports in kickboxing and Muay Thai? What you will do? Because as I know, there are very few sponsors. Nobody gonna just hold up or push up this sport in Kyrgyzstan. The sportsmen have to struggle. So what will be your support for them? My main support for my people, it's the motivation. It's number one because they can see the example. The example, it's every time it's opening the doors, and this is number one. And I would like to see, because you know Kyrgyzstan, it's so great country, and there is so many martial artists. Because here martial arts, it's more than football, more than anything. You can see that people love martial arts. Doesn't matter is it Muay Thai or MMA, Taekwondo, whatever. And this is everything that I want to see my people going and fighting international. А теперь, Валентин, пожалуйста, то же самое можете на русском, пожалуйста, прокомментировать. Самая главная идея это была сказать, что Кыргызстан – это очень уникальная страна, потому что в Кыргызстане боевые единоборства – это номер один. А здесь вы только можете увидеть больших болельщиков, много болельщиков, которые действительно любят и разбираются в этом спорте, будь это ММА, Muay Thai, какой-либо другой вид единоборств. И это очень греет душу мне, и будучи такой вид спорта, как кулатуэр, таймаш, на государственной основе, когда вы можете прийти в Институт физической культуры и получить профессию именно по этому виду спорта, это многого стоит. Поэтому я очень-очень рада и очень горда за мою страну, за Кыргызстан. Вот так вот, дорогие друзья. Давайте последний вопрос сделаем со второго этажа. Надеюсь, вас будет слышно. А мы пока тишину давайте ловим, пожалуйста. Ну вы скажите громче.
Мастер-класс пару приемчиков прямо здесь. Я думаю, это немножко будет сложно. Друзья, давайте сделаем так. Чтобы Валентине стало приятно, все вместе хором дружно прокричим. Валентина! Громче, громче! Дорогие друзья, давайте поаплодируем отделу департамента маркетинга торгово-развлекательного центра Бишкек Парк за то, что они организовали эту прекрасную встречу. Я думаю, этот вопрос я лучше адресую всем известной, любимой руководительнице пиар-отдела. Батма, пожалуйста, задайте вопрос. Валентина, спасибо вам большое. Добро пожаловать в Кыргызстан, в Бишкек. Мы вас очень-очень долго ждали. Мы всей страной любим вас и гордимся вами каждую минуту. И хотелось бы задать вам такой вопрос. Что вы испытываете перед боем? Допустим, если это страх, как его побороть? Если это внутренняя сила, то что вам помогает? Великолепный вопрос. Вы знаете, я в боевых искусствах уже так давно, что мне уже давно ничего не страшно. И ответ тоже суперский. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы завершаем вопросы и ответы. А сейчас у нас есть небольшой презент для наших дорогих гостей. Давайте поаплодируем и встретим их. Пожалуйста, на сцену. Подарочки наши. А мы, в свою очередь, друзья, аплодируем. Громче и громче. Да-да-да, друзья, громче! Громче, громче, все вместе! Движемся дальше. Есть еще один подарок. Я думаю, Валентине очень понравится. Следующий подарок. Сделанный коллаж. От студии Алан Мозаик у нас есть тоже замечательный презент. Увлекся Байкеша с цветами. Спасибо, спасибо. Дальше. Спасибо огромное. Так, дорогие друзья, давайте по поводу фотосессии немножечко повременим. Все, дорогие друзья, спасибо. Спускаемся.
суши. Отлично. Это от 3 самураев. Да, от 3 самураев суши. Так, спасибо, друзья. Давайте освободим сцену. Наверное, уже хватит сама фотосессия. Спасибо. Все, спасибо. Да, уже есть те, которые уже из зала бегут, да? Ребят, все, спасибо. Давайте спускаемся. Строго по регламенту давайте. Последняя фотка, все, спасибо. Девочки, спасибо. Я думаю, что может быть лучше общего селфи, потому что меня попросили руководство Бишкек Парк, потому что именно эта фотка останется в памяти для всех вас, для всех нас. Друзья, давайте ближе становимся, сделаем общее селфи с Валентиной. Так, подождите, никто никуда не залазит, не надо. Так, все идем к очереди, не надо залазить, спускаемся. Очередь, дорогие друзья, вот будет вот оттуда вас справа. И не у всех будет возможность сфотаться. Освобождаем, друзья, сцену, освобождаем. Туғандар келіңіздер кішкене мындай мәдениет тұлықты көрсетелі, тәрбиялықты көрсетелі, артқа жылыңыздар, жылқауыздар артқа. Ұят әлі олауыз жылқауыздар, артқа жылыңыздар. Жылыңыздар артқа туғандар. Девушка, спуститесь, пожалуйста. Давайте именно в эту секунду мы сейчас освободим сцену. Пожалуйста, давайте освободим сцену. Друзья, все, спускаемся все со сцены, сделаем общее селфи и все на этом. Все, давайте освободим сцену. Все, друзья, огромное спасибо, давайте освободим сцену. Все спускаемся со сцены.
Ребят, разрешите мне теперь сделать кое-что. Валентина сама возьмет телефон и сама сделает селфи со всеми. Я думаю, этого будет потом более чем достаточно. Так, давайте сцену освободим, друзья. Все. Все, друзья, давайте освободите. А теперь, друзья, подняли все ручки выше. Подняли все ручки. Общее селфи, друзья. Бишкек-парк! Еще раз ручки подняли все. Так, давайте, друзья, отойдемся, немножко отойдем. Сейчас мы снимем короткое видео. Давайте освободим, друзья, освободим. Снимем короткое видео, где она сама себе на страничку в Инстаграм это закинет. И очень важно, чтобы мы все кричали, как до этого. Все громче и Валентина! 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 Какой тяжелый пояс. Все, дорогие друзья, на этом фан-встреча чемпионки UFC Валентины Буллет-Шевченко объявляется официально закрытым. Всем огромное спасибо. До новых встреч. Следите за новостями, смотрите бой 20 апреля в Санкт-Петербурге. Да. Сегодня в торгово-развлекательном центре Бишкек-парк была действующая чемпионка UFC Валентина Буллет-Шевченко. Ну а с вами был я, ведущий Хайрат Мусаев. Всем до новых встреч. Соло.